Ассаламу алейкум ларми нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Так, мы обещали с вами встретиться в среду, но по некоторым объективным причинам нам пришлось немножко, как говорится, задержаться. Плюс ко всему этому у нас появился новый горе-блогер, я так понял, из Грузии, по крайней мере, до меня так довели. Я пригласил его, пригласил парня, который отвечал ему. Так что постараемся, конечно же, новое и интересное затронуть. Плюс ко всему еще, наверное, мы оставим это на стрим. В основном думаю, что это будет возможно на воскресенье. И мы постараемся начать чуть ранее, потому что у нас есть великолепная аудиозапись. Дело в том, что эта запись, я так, по крайней мере, надеюсь, это запись на час. Очень важно, хочу донести до всех, особенно до адыгов, кабардинцев, до всех кавказских народов, которые были рядом, плечом к плечу с первым имамом Кавказа, шейхом Мансуром, так, анонсируем, так сказать. Вот. И там есть прекрасные моменты о нашей истории. Поскольку это аудиозапись, я хочу, чтобы это, так сказать, на любителя. Возможно, мы ее включим и через час уже перезагрузим, сделаем другой. Продолжение уже сделаем по нашей тематике. Сегодня, я так думаю... Ибрахим, ты YouTube включил уже? YouTube, Facebook уже подключили? Хотел для вас поделиться очень хорошей значит, подключено очень хорошей новостью. Назовите ее новость, назовите ее как угодно. Вот хочу сейчас с вами поделиться. У нас пополнение для нашего эфира. Вот такая вот историческая карта, чтобы всем было видно. Вот, то есть по стандарту все. Прошу прощения. Придется сегодня немножко. Карта Делла Джорджия. Это карта 1823 года. Это начало 19 века. Это уже, в принципе, еще до разделения. Хочу показать вам границы нашей Родины, чтобы было понятно. В начале каждого своего текста я везде пишу, фиксирую. Вы знаете, разные иностранные
Историки, географы фиксировали карты по-разному, то есть название нашего народа, чтобы было понятно. Мы в то время назывались, вы знаете, смотрите, Мизджеги. Это Чечня. Это Нохчичу. Ее границы, чтобы было видно. Моздок. Для тех, кто не видит. Всем видно? Угу. И военно-грузинская дорога, которая ведет мимо Владикавказа, как вы видите, мимо Владикавказа и до самой Грузии, чтобы было понятно. Вот, вопросы, конечно, вы можете задавать. Самое интересное, что наша территория зафиксирована, чтобы было понятно, по фактически границе. Вот река, чтобы было понятно, если я не ошибаюсь. Чтобы было видно. Вот. Видно, да? Река и граница. Граничим мы с ангуштовцами или же ингуши. Чтобы было видно. Вот этот хребет делит. Фактически. Да, здесь, несмотря на это, буквально небольшое количество до военно-грузинской дороги. Поэтому в многих местах вот этой ученые и российские военные писали о нападении чеченцев на военно-грузинскую дорогу. Еще раз покажу. Моздок. Форпост. Следующее смотрим. Идем дальше. Дальше смотрим, где находится Ларс, чтобы было видно. Дарьял. Надеюсь, всем видно. Чими. Владикавказ. Вот он, Владикавказ. Вот река Терек. Вот она идет. Река Терек. Вниз. Если я правильно понимаю, вот так. И идет вдоль границы. У нас Наур. Дальше Микенская, Калиновская, Кизляр, чтобы было видно. Граница чеченцев заканчивается вот здесь. Андийцы. Видите? Вот этот хребет андийский. За этим хребтом вдоль реки находится, видите, находятся аварцы. Здесь буртунайцы. Кого буртунаями называют, вы знаете, да? Если я не ошибаюсь. Салатау. Видно, да? Плюс ко всему этому смотрим. Здесь написано чеченцес. То есть и территории мичекизовцы, и чеченцы записаны. Так, веппи тоже были в нашей земле. Вы видели публикацию мою, где мы говорили, что настоящее название своего самоназвания веппи сохранили в Аухе. Ауховцы называют себя веппи. Там же они немножко ныне в Ингушетии букву В заменили на Ф.
Вот они, веппи. Зафиксировано так, как есть исторически. Всем видно? Вот оно, веппи. Веппи находится между чеченцами, вот, и с жигами. Вот. Между нами находятся ангуштовцы, вот веппи. Веппи идут отдельно. Как и идут галга отдельно. Видите? Вот здесь. Между галга и веппи вот ангушт, ингуши, чтобы было видно. Асса, река, полностью находится здесь, на территориях Чечни. Вот здесь она находится. Верхняя часть, нижняя часть. Нашха. Видите? Нашха. Ну, здесь уже дальше мы смотрим. Тушетия. Видите? Вот граница. Майсты. Чеченское общество. Майсты. Карта. Вот. Как видно, вот. Валейкум ассалам. Чтобы было видно всем. Так, хочу еще показать один момент. Даттых. Мерджи находится в самой середине Чечни. Мерджи Даттых. Видите? Экки. Самое интересное. Здесь находится Карабулаки. Уарстхой. А рядом, через реку, на той же территории находится исконно чеченский тейп Терлой. На западе. Это Терлой, чеченское общество Терлой. Чтобы было видно. Вот. Вот здесь находится Назрань. Вот она. Река Назранька. Малая Кабарда. Чтобы было видно. Малая Кабарда. Хочу, чтобы было понятно. 1823 год. Здесь очень интересный момент есть еще. Заметно нет, не знаю, написано Гран Чечен. Большие чеченцы. Шали. Герменчук. Цуантарой. Алда. Так. Здесь Гихи. Кулары. Сакиюрт. Два кулара, видите, большие и маленькие кулары. Мартан. Даут. Мартан, Даут. Даут, Мартан. Вот видите? Написано Мартан. Кстати, над Карабулаками. Вот Карабулаки.
точная карта. Карабулаки. Здесь Мартан. Здесь Тироe. Чтобы вы понимали, это не Урус Мартан. Речь идет не об Урус Мартане. Вот. В верхней части Карабулаков еще нету. Все говорили, что есть какие-то другие. Вот Малая Кабарда. Вот она вся Малая Кабарда. Так вот. Чтобы было видно. Вот. Вся эта территория, начиная вот по реке, вот отсюда по реке, вот она, полностью, вот, где видите, вот так вот, и до Малой Кабарды. Вся находится у чеченцев. Это карта Клапрота 1823 года. Есть здесь Черкесия. Видите, верхняя часть это Черкесия. А вот здесь уже идут Мизджеги. Надеюсь, если у кого-то есть вопросы, мы можем еще раз повернуть и показать, где находились. Дальше здесь есть же точно так же и Осетия. Видите? Осетия. Вот территория. Вопросы прочитаю сейчас. Так. Тоже другая карта. Так. Ингушей не было за Сунжей. Нет, там... Так, давайте сейчас я прочитаю, покажу, кто рядом с Карабулаками. Показал. Ингуши, Башлам, Ингушей не было за Сунжей. Еще раз повторю, покажу вам. По карте Клапрота 1823 года. Вот находится Ингуши. Всем видно? Вот, чтобы было видно. Вот Сунжа. Вот она, Сунжа. Вот по Сунже. Видите? Вот она, Сунжа. Ингушей именно. Ангушт. Ингуши находится за Сунжей. Еще в 1823 году. Так. Дальше. Ингуши еще не поселились на равнине. Ингуши поселились на равнине. Там ингуши с 1810 года, начала 19 века поселились. Картограф кто откуда? Картограф немецкий. Давайте зачитаем, чтобы было всем понятно, кто он такой. Так. Сейчас у нас. Минуточку, подождите. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Сейчас.
Так. Юлиус Клопрот. Самоделыш. Сейчас мы, чтобы более достоверно было. Так. Юлиус Клопрот. Юлиус Генрих Клопрот. 11 октября 1783 года. Берлин. Немецкий востоковед, путешественник, полиглот. Вот. Так. Чтобы было всем понятно, кто такой Юлиус Клопрот. Ученый, немецкий ученый. Дальше смотрим, какие. Это вообще очень интересно. Знаете, что немножко знаю, что эти наши земляные не так и так далее. Салам алейкум. Всем. Хорошая тема. История нашего народа. А я вот не знал, что есть Башлам. Чисто случайно увидел, кто-то писал, чтобы подписались. И благодаря этому человеку я тут Дерез Хил. Масальна Хил, Катиев Дерез. Вопрос читаем. Футболка Торпеда. Отличная футболка. Да, это мне подарили братья Адыги. Вот сзади на спине горы. Здесь флаг и мое имя Башлам. Это наш брат Адык, кабардинец, подарил мне. Так. Что еще? Ассаламу алейкум, ва алейкум салам, ва рахматуллахи ва баракатуху. Так. Есть еще вопросы по карте. Наш Хвай. Так. Здесь вплоть до 1823, прошу не путать. В основном, я так, если я не ошибаюсь, это территория более позднего уже периода. Ингуш пишет, почему ты выпрашиваешь деньги, разве ты не работаешь на благо народа? Я у тебя что-нибудь просил? Нет, я ни у кого не прошу ничего. Это раз. Во-вторых, я блогер, стример. Тот, кто хочет, поддерживает канал, кто не хочет, не поддерживает. Деньги просит, наверное, ты ошибся. Посмотри вашего Русика Бузуртанова, Артема Плата, Злого Грузина и всем остальным, кому вы отправляете деньги, чтобы они писали, говорили про нас всякую гадость. Ты это им расскажи. Это обычная блогерская деятельность. Кто хочет, помогает, кто не хочет, уходит. И все. Я работаю во благо, да. Это мой личный канал. И думаю, больше обращать внимание. Это все, что ты из этой карты. Это еще только начало. Я, иншаллах, сегодня зачитаю вам еще про дзурдзуков. Сделаю завтра, думаю, сделаю пару постов. Некий еще чело написал, что будто бы картина немецкая, американская картина, которая была отправлена, она существует где-то в галерее, и оттуда картина там показывает, и там есть самое интересное, есть
военная вышка, ну, как похожая на башню. Это, ну, для людей, которые хоть чуть-чуть воевал, знают, что это вышка специально чартк, чтобы наблюдать, где что находится. Она только немножко похожа на башню. И он подкалывает, пишет, что вот теперь мы увидели от историка настоящие чеченские башни. Я хочу огорчить этого человека. Наверное, он не знает, ну, не воевали никогда, ничего, не знает, как выглядит вышка. Не обязательно для этого идти на равнину плоскостную, хотя у чеченцев были на плоскостной территории, были вышки, башни были, есть об этом доказательства, есть в письменном виде. Поэтому человек, который, я свойственно, наверное, ошибаться, человеку, который никогда, никто из них не воевал, знать, что такое вышка и что такое башня, разница между Гоголем и Гегелем не могут различить. А ваши плачущие лица и всякого рода маразм, это уже не столько интересно. Да, Артем иногда ругаешься. Я, честно сказать, никакой Дубай ничего не говорю. По мере возможности это хоть что, так что ингуш историк Осагов тоже просит деньги. Он говорит, если денег не заплатите, то по истории нечего делать. Ну, видите, людям свои... Самое интересное, что? То, что когда нечему прикопаться по истории, по географии, поэтому Башлам, близ реки Сунжин, нынешнем Грозном, раньше была башня, слышал про это? Конечно, да, конечно слышал, что были в Ханкальском ущелье. Ханкальское ущелье это как раз таки вблизи Грозного, это между нынешним Сюйлькуэрт и пригородные два селения. Вот между этими двумя селениями в этой области находились башни, и не только там. Находилась башня, где Чуртовы, это нынешняя Петропавловская, точнее, нынешняя она вернули ее Чуртовы, но если ее назвать, чтобы вам было понятно, это Петропавловская, станица Петропавловская. Два брата поддержали наш священный месяц Рамадан, Адлану и брату Айса, старый ДРС Хил, да, вдруг да, дол был диснек СШК Саудолитин. На Клопров-то любит ссылаться ингуши. Да, я обязательно, я поэтому же, благодаря моему брату, старшему брату, у нас такая коллаборация, он помогает мне, он только, когда я только скажу, карта, книга, что-нибудь я ему намекну, он сразу, зная, пока ситуация у меня нестабильная, он и купит, и привезет, и сделает. То есть он полностью поддерживает нашу работу. Настоящий патриот, настоящий наш хоевский брат, волк. Фаргиев Ф. Ну, здесь, смотря где ты говоришь, в Ингушетии, когда он был, его сдали, или когда он здесь был. На Зелимхана Харачоевского 4 года шла за ним слежка. Вот. По информации, убил его кровник, осетин. Помогли ему 2 сюли. Это тоже потом в дальнейшем выяснили. 4 года за ним охотились везде. Он 11 месяцев, если я не ошибаюсь, да, в Ингушетии был. Там тоже скрывался до поры до времени. Там тоже информацию донесли, и оттуда он тоже ушел, за что там те, кто его прикрывал, были наказаны, высланы. Это мы тоже знаем. То есть тут ты про какой именно говоришь? Я понимаю, Фаргиев, что тебе очень хочется вот эту тему раскрутить, но мы обо всем этом напишем, тут никаких проблем с этим нету. Сдавали, он в определенном месте где-то находился долгое время, если пытался находиться, то через определенное время кто-то, да, сдавал, так сказать. Бяхма Билаш? Да. Хордук, я пока в прямом эфире.
Поэтому говорить о том, что кто-то, по последней информации, которая есть, сын Зелимхана Харачоевского, уже будучи взрослым, нашел информатора, и брат Нурид поддержал наш сегодняшний эфир. Нурид, Аллах да асаадо, обеш мархабата, за поддержку нашего канала для работы, как говорится. Все. Вот. По Зелимхану Харачоевскому есть разные версии. Есть версии, там, местные версии, сказки, другие, что его якобы сдали Нэнхуай. Разные версии есть. Но нужно понимать, человек известный на Кавказе, если я не ошибаюсь, грозой, самым известным абреком Кавказа является Зелимхан Харачоевский. Вот, как и грозой Кавказа своего времени называли Бейбулата Таймиева. В случае Бейбулата Таймиева он был отравлен на свадьбе, а Зелимханов Харачоевский уже в преклонном возрасте, за ним следили. Вот так вот, причем скрывающее место, где скрывался сам Зелимхан Харачоевский, долго не могли обнаружить. И поскольку, насколько известно, люди, которые носили то ли еду, то ли лекарство, он уже в то время простудился очень сильно, проследили за этими ребятами на окраине селения, там это между южной частью города Шали, нынешнего Шали, вот, и вот так, как говорится, произошла трагедия. В советское время Зелимхана Харачоевского называли одним из главных революционеров, потому что он противостоял царской России. Вот, легендарная личность, вот, который не боялся ничего. Ни смерти, ни страха, и для себя не делал ничего. Все то, что он забирал, отдавал немощным, больным, нуждающимся. Сколько бы мы ни говорили про Зелимхана Харачоевского, и вот эти сегодня кляксы, которые пытаются написать, что Зелимхан Харачоевский якобы являлся кабардинцем, что у него Гашмурзукаев фамилия и так далее и тому подобное, это люди, у которых черное сердце и зависть, ни больше, ни меньше. Другие даже пытались говорить, что это там их герой и так далее. Но все мы знаем прекрасно, что Зелимхан Харачоевский был исконно чисто Нохчитейпа Харачой. Вот. Никогда, дай Мах, альхамдулилlah, никогда никто ни в каком месте, нигде не фиксировал, что он был другой национальности. Но в последнее время такая тенденция, начали оскорблять, начали писать, поскольку своих нету, пытаются оскорбить национальных героев чеченского народа. Точно так же, как и говорят про Ушурму, сын Шахбаза, который был из Тайпа Эльстанчхо, из селения Алды, Алды, что он был то ли татарином, то ли итальянцем, то ли башкиром, то ли турком, кем его только не называют. Вот главное, чтобы заклеймить чеченских героев их другой национальности. Своих нету, чужих нужно, как говорится, обвинить. Вот. Бейбулат Таймиев из Тайпа Бильту, если я не ошибаюсь, тоже Нохчи, Байсангур Биноевский, даже на этого кремня настоящего чеченского национального героя Байсангура Биноевского даже пытались сказать, что он якобы является Сюли. Но ни род Байсангура Биноевского, ни те, кто остались его, ни один из них не был никогда ни Сюли и никогда не относили. Это тоже, то говорили, что он вообще не существует. Это все из ряда того, что якобы Байсангур Биноевский не был в Гунибе. Я еще раз вам говорю и утверждаю, в судный день каждый человек перед Всевышним Аллахом ответит. Но Байсангур Биноевский по всем
косвенным доказательством, иншаллах, Аллах знает лучше, был в Гунибе и ушел оттуда. После этого, после того, как сдался имам Шамиль, 2 года еще сопротивлялся. Это историческая личность. Я не восхваляю, не принижаю никого. Понимаете? Ни Талхига, ни Батуко, никого, ни Шуайб-Муллу Цинтароевского. Если мы сегодня начнем кого-то повышать и кого-то понижать, есть какие-то антигерои, с которыми я не веду никаких дел. Понимаете? Что касается Уарства Сагапшинского, Аштхоевца, я вам еще раз говорю, когда про него писали, он сдался при условии, что людей не тронут, когда там обещали ему, что смерть будет быстрой. Несмотря на это, его обманули и повесили. И когда я писал о Уарство Сагапшинском, со мной связались, я клянусь Всевышним Аллахом, что его родственники по его линии связались и сказали, что он является Уарство и не относит его ни к тому, ни к другому, никому. Он является Уарство, чистый Уарство, намекая мне, чтобы я не говорил, что он или из того, или из другого. Я, как мне сказали, довел до вас. Дальше, кто он, как он, так ли это или нет, решать вам. Я никого не принижаю. Но я знаю, что есть моменты, очень много скидывали мне ссылки, что якобы Башлам, отец Сулумбека, записан как Уарство, а не ингуш. Но вот я же об этом и говорю. Я еще раз хочу, чтобы вы понимали, у меня нету цели, я никогда не ставлю на один уровень Зелимхана Харачоевского или Сулумбека Сагапшинского. Доходили тексты, якобы Сулумбек был такой, всю спецоперацию, которую делал Зелимхан, там, это все дело на самом деле Сагапшинского и так далее. Специально стравливаю. Но это разные личности. Сулумбек Сагапшинский и Зелимхан Харачоевский. Они были друзья, они оба были абреками, они оба были достойными сынами чеченского народа. Вот так я скажу. Я не стану и не буду. Это делается специально. Я знаю, для чего это делается. Это делается специально, чтобы Нохчи начали говорить плохое про Сулумбека, а потом, услышав об этом, Уарство или ингуши начали плохо говорить. Но мы не поддадимся на эти провокации. Не верьте этим балаболам нарнейским, которые там плачут и несут ерунду. И тот, и другой, оба достойные сыны нашего народа. Вне всякого сомнения. Вот. Это футболка, которую мне подарили братья Адыги. Дальше. Из Ингушетии Уарство говорят, что они Уарство... Давайте сейчас тему уарствоевцев. Каждый пускай выбирает сами. Кто-то говорит, что он Карабула, кто-то говорит, что он Уарство. Это дело каждого. Я, честно сказать, не буду вмешиваться в эти, как говорится, процессы. Вот. Но по этой карте, на которой я сейчас в данный момент нахожусь, я вам показал, где находились в 1823 году территория чеченцев, территория мизджигов, что рядом с Уарствой, Терлуай, что и Мержуай, и Мерджи, и Даттах, все они находятся на территории, даже Даттах находится на территории Нохчичуа. Башлам, объясни своим подписчикам, что Сулумбека никто не сдавал. Тут чеченцы пишут, что мы его сдали, он мой односельчан. Уважаемые друзья, Сулумбека Сагапшинского, это Фаргеев. Это ответная реакция на твой вопрос, кто сдал Зелимхана Харачоевского. Вот видишь, ты Сулумбека не хочешь, чтобы кто-то сдавал, что он сдался сам. А
среди чеченцев ты пытаешься, не зная суть этого вопроса, ты пытаешься вбить клин. Этими вещами этими вещами занимаются люди, которые хотят раздробить чеченский народ, оскорбить чеченский народ, называя его там различными. Ну, мне абсолютно те люди, которые называют или оскорбляют чеченский народ, они лишь отколовшийся кусок от этого чеченского народа. Ни больше, ни меньше. Моська, которая на слона вякает. Ни больше, ни меньше. Именно тем людям, кто оскорбляет. А что касается Сулумбека Сагавшинского. Сулумбек Сагавшинский, по всей информации, говорили, что место, где он находился, говорили. Но он уходил от облавов, как и Зелимхан Харачевский. А то, что впоследствии, уже когда начали наказывать, а в то время была такая политика, наказывали целое селение, семьи в Казахстан, в Сибирь отправляли. Чтобы этого не было, уже в дальнейшем, когда уже прошли репрессии, Сулумбек сдался. Вот. И все. Зелимхан попал под облаву, за ним следили. Информация о том, что сдали, не сдали, Аллаху алям. Ребята, которые приносили ему то ли лекарство, то ли еду, за ними проследили, их сдали. И сдавшие эти 2 человека были сюли. Их нашли. По информации, которая у меня есть, нашли их по документам, которые в год убийства Зелимхана Харачевского совпадало с выдачей им земельных наделов. Вот таким образом. Земля была на вес золота, и любому человеку она не отдавалась в то время, чтобы вы знали. Только за службу. По документу, который я вам зачитывал, Барятинский говорит, что если чеченские наибы отойдут от имама Шамиля, им вернут все земли и территории, которые находились в области, которые находились в области области неправильно, которые находились в 1839 году у них. Чтобы вы понимали, 1839 это буквально через лет 16 после вот этой карты. Туда входит и Малая Чечня, она доходила, чтобы было понятно, она доходила в то время до Галашек. Галашки входили в Малую Чечню. Вот. И вот поэтому здесь, кроме земель, которые даны за службу Его Величеству и отданы им в вечное пользование. То есть они садились на этих землях, родственники и не родственники, за ними закреплялось, какой бы национальности они ни были, за ними закреплялось этот земельный надел на пожизненно. Если он раньше и даже не принадлежал им. Тут разницы нету. Это Россия, которая победила и имеет право раздавать и давать кому хочет свои земельные наделы. Чтобы было понятно. Я прошу минуточку, сейчас я быстро кабель подсоединю, а то у меня зарядка садится. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. А вы пока записывайте вопросы. Сейчас.
по-другому. Здесь у меня все через систему. Мы немножко система G14 телефон не удерживает. Вот так вот. Вот. Так. Удивляет, конечно же, удивляет, понимаете. Заходит человек, он может спросить по карте, он может спросить по истории, но он заходит и говорит, почему ты у своих подписчиков там и так далее и тому подобное. Еще раз, никто ничего мне не должен и не обязан. У кого свое сердце и кто хочет, по желанию помогает. Так что не надо. Это сразу же говорит о том, что у вас с интеллектом проблемы. Слабый IQ, интеллект, боитесь показывать свое личико, зайти и достойно спросить, что есть что. За спиной вы можете обсуждать все, что хотите. Ассалам башлам, ассалам алейкум, алейкум салам. Насколько правдива статья, где пишут, что мы произошли от хуритов. Хуриты и адыги. Статья, это не просто статья, об этом очень много написано. Есть абхазский профессор и доктор исторических наук, профессор-академик Академии наук Абхазии Ачугба, точно так же доктор исторических наук, профессор-академик Академии наук Чеченской Республики Яуз Ахмадов, кандидат исторических наук Цвинария. Вот этими совместно с Гумбой сделана вот такая вот прекрасная книга. Навчи вопросы этнокультурной истории. Вот здесь, в этой книге о древности, откуда вы произошли, об этом все написано. Хуриты в советское время, не только здесь, есть такая же книга, великолепная книга Джамирзаева, нашего тоже члена Академии наук, если я не ошибаюсь, кандидат. Так вот, ну здесь Меликашвили, Георгадзе, Прицелауи, Гасвияни, Черлашвили, Артюнов, Петросян, Чешко. И здесь точно так же мы находим хурита-урарский период. Здесь есть хурита-урарский период. Сейчас я вам скажу. Это 41 страница у нас. Смотри, раз ты спрашиваешь. Когда мы говорим о навчийских племенах 4-1 тысячелетия до нашей эры, то мы их с учетом данных ряда наук отождествляем с хуритами и урартийцами, как с прямыми предками Нохчи народа. С прямыми предками. И с этими согласны все грузинские ученые, все, кого я перечислил, украинские, армянские ученые. В мире сегодня нету никаких сомнений, что прямыми потомками у хуритов и урартийцев являются Нохчи. Тут еще дальше есть, я просто зачитывать просто-напросто думаю, что сейчас смысла нету, но если вы желаете, я могу зачитать. Мрачный лесоруб. Вопросы к Башламу. Расскажи про Шарипова или про Исраилова Хасана. Исраилова Хасана лично несправедливые отношения. Перешли на другую сторону, воевали против НКВДшников. Это период истории, до которого, честно вам скажу, мрачный лесоруб, я еще пока достойно там собрать материал не собрал. Врать не буду. Потому что у меня огромное количество, я работаю по Байсангуру Беноевскому, по Шейх Мансуру, про Бейбулата Таймиева, которого тоже фейкометчики нарнийские начали писать, что якобы ему отрубили голову, что там с одного удара и так далее и тому подобное. Просто от вида Бейбулата Таймиева те люди, которые это сегодня пишут, мочились в штаны, извините за выражение. Настолько он был мужественным профессионалом, но его пригласили на свадьбу
свадьбу подло отравили, убили. Что же касается, да, если вы думаете, когда я перечислил там Байсангура, Шуайб Мулла Центароевский, Истай Пацуантру, генерал при жизни был назначенный, один из самых дерзких полководцев Шамиля, которому Шамиль запретил брать Кизляр, который пошел, сжег Кизляр частично и забрал оттуда своих родственников. По возвращению с 4 пушками, которые обстрелял рядом с пушкой, несколько ядер пустил специально там, где находился Шамиль, где Шамиль думал, что это не Шамиль, а приближенные думали, что это якобы русские, царская Россия. Потом, уже когда поняли, он сказал, это Шуайб Мулла Центуроев, которому запретил имам Шамиль идти на Кизляр, мы якобы не справимся своими силами, но он, поскольку не боялся, без всякого зазрения пошел, провел эту дерзкую операцию, отомстив, вернул своих родственников, родственники, не могу сказать прямые или там, кто бы то ни был, его родственников вернул. Это Шуайб Мулла Центуроевский, достойный сын Истай Пацуантру, который является гордостью чеченского народа. Батуко Памтоевский, Шатоевский, тоже один из самых грозных найбов Шатойского района, хотя и есть некоторые места, за что его не любят сами шатоевцы, потому что он якобы был на стороне имама Шамиля. А Шатойский, Тумкалинский, Галанчурский, Шаройский район, горные части не сильно любили Шамиля. То есть добровольно, что они там присягнули, это неправда. Кто бы как бы не хотел этого говорить, и кто бы как бы не приписывал, это неправда. Да, порой приходилось огнем и мечом. И порой огнем и мечом, когда приводили, так сказать, делать байат или присягу имаму Шамилю, среди них были и нохчи, найбы, которые были рядом с ним. Но ни Батуко Шатойский, Памто, ни Талхиг Аргунский, ни Шалинский или Аргунский, ни Ахмад Автуринский, ни Ташухаджи, никто не был врагами имаму Шамилю. Ни Саадулла Гихинский не был врагом. Их много. Иса Гиндаргноевский, Байсангур Биноевский, Джаватхан и много-много кого. Эский, Чертоевский. Сколько их? Просто не всегда получается всех их перечислить. Все это национальные герои, исторические национальные герои нашего народа. Мы говорим об истории во времена Шамиля, в основном Шамиля. Ну, само собой, шейх Мансур, великий наш национальный герой, Ушурма, вне всякого сомнения. О каждом можно говорить часами. Зелимхан Харачоевский, обо всех можно говорить часами. Но мы не хотим рассказывать и быть на уровне тех людей, которые пытаются какими-то вот этими пафосными заявлениями, вот он это сделал, он это сказал, не нужно приписывать. Я разговаривал с потомками Байсангура Биноевского, некоторые вещи, которые приписывают якобы там, что он сказал вот это, что он сказал другое. Они говорят, таких слов Байсангур Биноевский не говорил. И им это неприятно. И это достойные потомки рода Байсангура Биноевского. Поэтому мы не хотим быть похожими на норнейцев. Я вас прошу, не нужно пытаться каким-то образом оскорбить или каким-то образом задеть представителей нашего народа или наших героев. Не нужно это возвеличивать, они и так были достойными сынами нашего народа. И не все так было просто. Люди, которые изучали, посмотрите, первый имам Дагестана, Гази Мухаммад, Гамзат Бек и имам Шамиль. Вся эта история и все вот это восстание, которое происходило в Дагестане, оно длилось 4 года. Я не преуменьшаю газовать тех людей, которые погибли, следуя за ними. Само собой, восточная часть Чечни поддерживала их, многие биноевцы полегли в этом. Я уж промолчу про Ташухаджи Саясанского, Сеяснар Ташухадж, из Тайпадышни,
Дышни лицо антура. Вот. Поэтому мы должны прекрасно понимать, когда начинают говорить, прислушайтесь, к чему ведут эти разговоры, к расколу. Когда поднимают, возвышают одного, принижают другого, не нужно ни одного. Это герои, наши герои, разных периодов. И они по-своему несли лепту в историю нашего народа. И вся эта история с первыми 3 имамами, сколько она длилась? 4 года. Очень много вопросов. Я не хочу сегодня задевать представителей там, Дагестана или дагестанских историков, или просто исследователей, блогеров, сказав что-либо там в адрес там, Шамиля. Нет, ни боязнь, ничего этого нету. Аллаху алям, Всевышний Аллах знает, нам бояться нечего. Мы только за правду. Но есть очень много вопросов, которых я не поднимаю у себя в эфире, которых я прекрасно знаю. Уход Байсангура Биноевского с Гуниба делается этими же блогерами, исследователями из Дагестана, делается мифическим и невозможным. А уход имама Шамиля из Ахульго, когда он был окружен с 4000 воинами, всех их, он уходит сам. С ним то ли 4, то ли 7 его приближенных. Расстояние, которое его прыжка, который даже сегодня олимпийский какой-то чемпион не осилит. Да? Чеченцы не ставят это под сомнение. Почему? Дабы не обидеть. Вот такой характер у нашего народа. Не обидеть, не задеть, не оскорбить там, и так далее. Там. А вы пытаетесь обидеть, оскорбить Байсангура Биноевский, человека из камня, который был одноногий, однорукий, одноглазый. Как он мог уйти? А как? Точно так же, как имам Шамиль ушел из Ахульга. Крепость, или вы хотите сказать, что Гуниб более недоступный, чем Ахульго? И там были окружены царскими войсками. Запомните, даже по той же информации Данова, по крайней мере, с десяток чеченцев перечисляются среди тех, кто защищал Ахульго. Когда он ушел из Ахульго, прочитайте у Аль-Карахи, его личного писаря, которого вы везде бросаете, как брошенная, ненужная старая тряпка, все вещи имама Шамиля были такими. Раненым, изможденным его взяли ногчи. Привезли сперва в Биной, оттуда в Шатой, подлечили, оттуда в Урус-Мартан, и в Урус-Мартане уже поговорив, поскольку Чечня была уже фактически замкнута со всех сторон царской России, начался второй этап войны, который длился в 3 раза больше, чем при всех 2 имамах предыдущих. 19 лет без малого, благодаря чеченской крови, чеченской родине, чеченскому народу, который сократился в 3-4 раза, потеряв свои земли, своих сыновей, дочерей, матерей. Сколько их осталось? Я уже не буду говорить про наказание, экзекуцию, которую проводил сам по указу Шамиля, про Шаройский район, про Тумкалинский район. Непокорных, которые не хотели идти под него, не хотели выполнять его указания, были наказаны и убиты. Я не говорю о массовом потоке тех представителей и Тумкалинского, Шаройского, Шатойского, Галанчорского района, которые ушли в Тушетию, в Хевсуретию, ушли в Грузию. Об этом 60 семей, 70 семей, 50 семей. Есть на книге Маргашвили, я ее вам зачитывал. Ушли, большим потоком ушли. Да, и до него уходили, и во время Тамерлана уходили. Да, это было. Я не говорю, что в 14-15 веке этого не было. Уходили. И многие из них стали сегодня грузинами. Если ты сегодня скажешь, что что его потомки Нохчи и что он из Чечни, они обижаются. В этой книге написано еще в 80-х годах, об этом очень четко говорится.
Мы не об этих вещах сегодня говорим. Мы говорим конкретно героизировать, не героизировать, чужих и своих опускать. Нет, не надо. Если что-то мог Шамиль, то чеченцы могли спокойно это. Если не было это за Шамилем, мы можем сказать, что это не было и за нами. Подождите, сейчас минутку. Вот, давай. Вот. Поэтому про Шарипова, Асламбек Шарипов и Майрбек Шарипов, эти двое братьев, судьба так сложилась, что Асламбек Шарипов был на стороне красногвардейцев. Асламбека Шарипова я могу вкратце затронуть. Про Асламбека Шарипова. Асламбек Шарипов повелся на идеологию, как повелся или нет, поверил идеологии советской власти. Кстати, Асламбек Шарипов ратовал за то, чтобы вернуть с Сунжинского округа чеченские земли. И это есть зафиксировано на документах, где он выступал и говорил, что казаки должны вернуть эти земли, принадлежавшие чеченскому народу. И я это публиковал. Точно так же Асламбек Шарипов верил. Советы говорили, что если вы перейдете на нашу сторону, мы другие, мы не такие, как были белогвардейцы. Мы готовы участки и так далее и тому подобное. Все это было. Но Майрбек Шарипов был на стороне как раз таки, как и братья Исраиловы были на противоположную сторону. В последнее время проникает, так сказать, информация, якобы, что Майрбек Шарипов тоже был на самом деле якобы на стороне советской власти и по особому заданию двойной агент, что он был на их стороне и так далее и тому подобное. Очень сложно, очень трудно в это поверить, но в любом случае и тот брат были убиты. Поэтому я, может, сейчас пропустил какие-то вопросы, прошу прощения, я зачитаю обязательно. Давайте так. Арелай башла мощный юхастрим дерез хилон дерез масахил катиев орстхуесо ойся ты бойся. Так, Шамиль, вот так и так далее. Так, вопросы. Не просто так говорили, что салаги, если не чеченцы, то Шамиль никто. Залин, приходит так. Эмил Барбашлам. Я Сунца запрос отправили, я принял запрос. Что касается, дальше продолжая нашей тематики. Есть некоторые моменты нашей истории, более современной, новейшая история. Я этой истории остерегаюсь. Время расставить все на свои полки. Не время сейчас, пока, по крайней мере, говорить об этом. Мы до сих пор не можем разобраться в истории даже того же времени шейха Мансура или имама Шамиля. До сих пор есть лагерь людей, которые делятся направо и налево. Вы, может быть, забыли, как ее там звали, то ли Маргарита, то ли Мария, внучка Шамиля, которая дала интервью, и эту газету публиковали везде. Вырезку я опубликовал, где она черно по белому везде обвиняла чеченцев чуть ли не во всех грехах. Есть точно же и сюли, которые начинают говорить, вот Шамиль сдался в плен, потому что его сдали чеченцы. Во-первых, Шамиля не сдавали чеченцы. От Шамиля отошли чеченцы, которые устали воевать, которых уже не было силы реальности. Окей, чеченцы отказались от него, он ушел.
Вы поддержали Шамиля 4 года, 5, может 10 лет. Может, как чеченцы, 19 лет вы шли за ним. Можете предоставить эту информацию? Нет, вы не можете предоставить эту информацию. Никак не можете. У вас кого не посмотри, какого бы наиба чеченца не посмотри, он кровожадный убийца там, и так далее и тому подобное. Насильник, убийца и всех чеченцы. У вас, мы знаем определенные моменты и новейшие истории, как вы поступали. Ну, не все, конечно же. А разве кроме Гази Мухаммада Гамзат Бек был что, милосердным? Второй наиб. Разве не он убил последнюю ханшу, не взял там одного сына, другого взял в плен? А не этого ли сына потом, когда имам Шамиль стал имамом последнего представителя хан, любимого вашего хана, вы, который называете, убил по приказу Шамиля, был убит. И после этого, эта история, это пишут ваши историки, не я. И после этого вы обвиняете чеченцев в подлости, в убийстве или в чем-либо другом. Вы думаете, что чеченцы за эти 20 лет, пока шла война, пока выживали, с одной и с другой стороны, вы кромсали, вы писали все, что делать. Я понимаю, у вас защищались наши ученые и так далее и тому подобное. Многие эти слова не скажут, многие этого не просто из-за того, что ментальность другая. Но это не значит, что мы этого не знаем. Или что у нас нет аналитического мышления. Есть это все. Люди, которые даже палку не держали в сторону царской России, будут нам рассказывать, как нужно строить боевой дозор с терскими казаками. Но, по крайней мере, в истории записано, что все, вот вы, с вами проблем нету. Можете взять документы, посмотреть. Не все, часть, конечно, были, которые сопротивлялись. Но массово вели войну. Нет. Могут это сказать, конечно, за что они были наказаны, отправлены вместе со своим народом, количество 1500 семей плюс 3500 семей Нохчи, отправлены в Турцию обманным путем. Кем Кундухов это был, Саадулла Гехинский это был, как вы хотите. Вам без разницы, вам главное обвинить. По наивности своей многие, конечно, Нохчу верят того, что им говорят, что лучшая жизнь там и так далее и тому подобное. Но и Саадулла Гехинский погиб там. Не знаю участь Кундухова. Однозначно сказать, вот, что он там-то, там-то. Я могу говорить за представителя моего народа. Вот. В сражении погиб после подлой, не так, как многие рассказывают, там, залили воду в его там ружье, в пистолет, в ножны за одну ночь залили, что Байсангур Биноевский, который был матерый воин, не знал, не проверил ни свою пушку, ни пистолет, ни саблю за одну ночь, которая не заживеет в ножнах. Потому что, знаете почему глупость этих людей удивляет? Байсангур Биноевский жил в пещере со своими соратниками, со своей, там, грубо говоря, периодически родней. Да? Эта местность, я был там, эта местность сырая. Рядом течет река Яса. Там влажность высокая. То есть всегда оружие должно быть сухим. Всегда. И все эти моменты Байсангур Биноевский знал, как никто другой. Вот он пришел к сестре, то ли сестра, то ли жена, залила ему в его мушкет, там, мушкет, ружье залила воду, ножны. Это что за... Вот вы сами, вот подумайте сами, как это возможно. Есть реально те, которые остались живых, его там непрямые там
потомки, которые говорят, привели мать неподалеку от этой пещеры у реки, она орала, он уже не выдержал, и привязав себе коню, поскакал уже к ней навстречу, к ним поскакал, обвалив деревья, одноногого, раненого, Байсангура взяли. Это более правдоподобно, были убиты, он же был не сам, были убиты его сподвижники, был убит его брат Эльжа, отрубили голову ему. Это все есть, место захоронения есть. Я вам это подробно все рассказывал. Я понимаю, вам, чтобы вы поверили, нужно прикрепить сюда звезду, да, не знаю, историка, профессора. Да, сидеть вот так и говорить, чтобы вы поверили. Или я должен написать. Есть люди, которые утверждали, что Байсангура Биноевского вообще не существовало. А знаете почему сегодня говорят про Байсангура Биноевского, что там залили воду? Почему? Потому что она какого тейпа, то есть перессорить между собой биноевцев, энгиноевцев, если она была с тейпа энгной, чтобы перессорить там или Бильтвайх, или кто-либо другой. Вот для чего это делается. Фитан. Точно так же делается и про Зелимхана Харачоевского. В каждом мы сегодня живем в 21 веке, мы знаем, что каждый человек в каждом тейпе может быть наркоман, вор, алкоголик и так далее и тому подобное. От этого никто не застрахован. Нету идеальных обществ, тем более, когда население становится все больше и больше. Сегодня спроси там у китайцев, которых там миллиард с лишним. Разве все они в ответе за одного китайца, который там был террорист или подрывник, или я не знаю, кто-либо другой? Понимаете? Вот о чем я вам говорю. Я, конечно же, понимаю, вот эти моменты есть при каждом, будь то Батуко, будь то кто-либо другой. Про любого, кто говорит про кого-либо, разницы нету, какой бы национальности он ни был, нужно сказать так, чтобы сделать, обвинить кого-то. Среди всех есть они. Поэтому нужно понимать, нужно знать меру того, что ты говоришь. Поэтому человек достойный никогда не сядет там в интернете и не начнет там оскорблять, говорит, там, гарвей, хауожвей, кевигвей. Нет, конечно. Если у него есть конкретно какие-то претензии по истории, что-то он может рассказать, он может прийти, он может сказать, Саидбек, брат Саидбек, задонатил и поддержал наш канал. Да, духуахуа. Сун духун хаза. Сун духун хаза, сун дермаба. И вот эти вот проблемы
есть везде. Они есть везде и среди всех народов. Упреки некоторых норнийцев, которые говорят, что якобы вот у вас есть там казаки, у вас есть такие-то, такие, третьи, десятые. Книга Мальсагова я вам взял и зачитал ее. Вернитесь в 2018-2019 год. Там полностью пофамильно, кто, от кого, с кем имеет родство, от кого, все это есть. Все это есть. Понимаете? Если хочешь поковыряться. Я вам то, что показываю, историческую карту, да? Мужихоева, Залина. Залин, у тебя какие-то проблемы, я не знаю, или что? Может, вы будете задавать мне вопросы? Хочу сонох чмахкое ях, аз сояц ях. Ханах чмахкою сам даст ба, ха мужихоева, ла ха орскою. Нах чмахко, при чем тут? А уж тебе придется на мархаш побыть на улице, пока гости не уйдут. Я, честно сказать, послушайте, я не знаю, о чем вы говорите, что за Аушев, кто. Мы вроде бы говорим об истории, вы что там, ведете какую-то дискуссию, я, честно сказать. Если у вас есть вопросы, задавайте. Я, честно сказать, священный месяц Рамадан специально для вас показываю, все рассказываю. Но вы опять кто-то, несмотря на то, что это такой месяц, заходит, матерится, я не знаю, а потом еще упрекают, что же вам не мется так, я не могу понять, что плохого я в данное время плохого говорю, я не знаю, я кого-то башлам, асхамият, просто орство, тейп, мужко, ях, ам, ях, башлам, асхамият, просто орство, тейп, мужко, ях, ам, дах, д, ях, аство, ам, дац. Ам не может быть. Потому что, чтобы быть народом, должна быть какая-то отдельная атрибутика. Говоря на одном и том же языке, имея одни и те же корни, одну и ту же культуру, ты можешь себя называть кем угодно, как угодно, но от этого ты не становишься народом. Ты уж извини. Орство – это часть ногчи народа, не больше и не меньше. Я не знаю, я говорю о своем регионе. Я говорю о Чечне, Нохчичеве. Если ты живешь за пределами, ты можешь называться как хочешь, делать что хочешь. Это твое личное дело. Тебе даже сюда тогда заходить не нужно. Если у тебя есть какое-то научное доказательство, валикум ассалам, если ты как-то можешь мне доказать обратное, я с радостью послушаю тебя. Как ты мне докажешь это? Ну я же тебе вот показываю карты, где ты находишься в самое сердце Чечни. Нас всех в то время называют мизджигами. Чеченцы, мизджиги, дзурдзуки, кистинцы. Называй как качкалыковцы, мичикизовцы. Какая разница? Это просто название люди дают разное. И все. Мы говорим о пределах своей республики. Башлам Цушаца, Бах, Кандубах. Ну, я сказал, как есть. Обратное можешь доказать. Пожалуйста, расскажи мне. Не надо не материться, не надо не оскорблять. Просто обоснуй. Если Цубах Абас, если она не говорит, я ничего не говорю за нее. Империал,
Я ничего не говорю. Я могу тебе карту показать, где твои предки жили. Посмотри, где они находятся. И все. Ни больше, ни меньше. Мы как-то, говоря об истории кавказских наций, о наших, Буарзу Кадак, Залин, поинтерял все. Алейкум ассалам, коллеги. Башлам, орство отдельно кам должен. Майра. Туркой Омар. Отдельно Дуцабах. Просто там есть люди, которые себя называют отдельно. Я не могу никаким образом их... Я объяснил им, как есть. Но если они илла-била говорят, мы отдельно, освободу цинк, Омар. Пускай говорят, что хотят, но я говорю, как есть. Это все. Мы один единый народ. Как они себя там называют, я не могу поменять их мнение или точку зрения. Да и не пытаюсь. Никому. Вот. Вот, задавайте вопросы. А ты предпочитаешь стоять на переулке? Я что-то вообще не понимаю, вообще какой переулок, о чем говорить. Ибрahim, есть в Ютубе вопросы? Сколько у нас человек в Ютубе? Что вы хотите? Хотите, могу про хуритов прочитать. Хотите, могу карту дальше показать, если вам есть какие-то интересные моменты. Что вы хотите? Со обычный волнохчу ходел сонохчу со отдельно камду халха. Просто я читал и поняла, что Орства раньше были чеченцем, карты смотрела. Малая Чечня, Энда. Ходи, и сейчас есть. Нохчи Джуаш был. Орства Шабиш, Нохчи был. Аллахи, Биллахи был. Сулуца, я не знаю, как вам это объяснить. Ну, я просто-напросто умиляюсь людей, которые говорят, там, выдумали какую-то, там, не знаю, как это, идея фикс, флаг выдумали там отдельно. Но завтра, после, есть там один чувак, который говорит, есть уже Арстоевский отдельный алфавит. Есть и такой чувак тоже. Поэтому маловероятно, что чем дальше, чем больше она становится, некоторые общества реально деградируют. Потому что они считают себя выше, чем общий народ. Считают, я не знаю, как даже, 70. Но целенаправленно работают для того, чтобы... зачем немцу, будь то Клопрот, будь то кто-либо другой, зачем немцу говорить? Есть любимые... я это опубликую, я хочу вам зачитать. Такой историк Вахушти Багратиони особенно очень сильно любит об этом его показывать и указывать на него наши братья, соседи некоторые. Брат, почему ты не блокируешь тех, кто оскорбляет целую национальность? Ну, чего? И я, честно сказать, если кто-то оскорбляет, вы мне просто скажите, я уже приму меры. Я, честно сказать, не видел. Я рассказывал что-то. Если я увижу, еще раз предупреждаю, особенно месяц Рамадан, я прошу, ни нации, ни тайпы, ни фамилии, ни тухумы, ни шахары, никого не оскорбляйте. Мы говорим про конкретных людей, которые занимаются фальсификацией. Не все люди такие. Да, они упрекают, мне говорят, у вас же тоже есть такие, у вас же тоже есть такие. Я говорю, покажите. Хоть одного ученого, хоть одного исследователя, кого-либо покажите. Живых, не мертвых. Так, я хотел вам сейчас зачитать. Я это опубликую завтра более подробно, чтобы не было никаких
Вахушти Багратионе. Это, кажется, 93-я страница, да? Сейчас я вам зачитаю. Что же говорит? По карте Вахушти Багратионе здесь тоже много написано. О картах Вахушти Багратионе. Жалко, что этой книги у меня нету, но у меня есть электронная карта, электронная книга. А опубликовать я ее опубликую. Может быть, кто-нибудь найдет эту книгу. 93-я была вроде бы страница. Так. Внутри Кахетинского царства Вахушти выделяет природно-этнографические части внутреннюю Кахетию. Гагма Хари за Лазанскую Кахетию, внешнюю Кахетию, как Элисели и Сангелов, Кисикию, Панкиси, Йоркскую страну, Тушетию, Дидуэтию. Дидуэтия идет отдельно. Вот что как раз таки мы говорили про дидойцы, которые говорили, что они были всегда отдельно. И на картах они идут отдельно. Дидуэтию, Пшавию, Хивсуретию, Тинети, Сагурмо и другие. Дальше. Так, сейчас я вам хотел прочитать очень интересно. Здесь один момент. Дорогие друзья, Значит, не забудьте Восточной ставить Грузии лайки и таких рек, подписаться которые на канал, кто да? еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Минутку дайте мне, сейчас я вам зачитаю. Смотрите. Так, это у нас 50. Чуть заранее. Вахушти отмечает наличие в Восточной Грузии таких рек, которые не доходят до других рек и водоемов, теряясь по пути вследствие испарения и просачивания в грунт. Таковыми, по данным грузинского ученого, реки Икалтосхеви, Ликбисхеви, Бадбисхеви в Кахетии, Тихревисхеви в Картли. Для рек, названий которых Вахушти из имеющихся в его распоряжении картографических и других источников не мог узнать, он сам создает названия по имени в основном населенных пунктов и географических районов. Так образовались в географическом описании Грузии названия рек Кварлисцхали соответствуют Дурджи, Капитисцхали, Бзырь, Анакопская река, Психсха, Ачхотив, Хеви, Гудушуарская Аргви, Басьянская, Кобелицкая, Цвери, Гликвасцхели, Асса, Хоргисцели, Хобби. Здесь он говорит в Вахушти Багратионе, что Асса река входит в состав Грузии. В описании речной сети Вахушти допускает ряд перебелов и ошибок, особенно многочисленных грубых, в части касающихся менее изученной в эпоху Вахушти Багратионы. Вы, как всегда, я смотрю, заняты, да?
Так вот, Сванетия, слушайте, Сванетия занимала территорию Местийского и Лентехийских районов, являясь владением князей Гилавани под названием Алани. Грузинский Алани, грузинский географ мыслит ту восточную часть территории нынешней Абхазской АССР, которая занимает бассейн реки Кодори, горную полосу Гурипского и Ачимерийских районов или бывшую Цибельду. Самихе Табаго, занимающий территорию нынешнего Ахкалинского, Богдановского, Аспидского, Ахалистского, Адыгейского, Хулойского и Кедийских районов, отошедшие к Турции в части Южной Грузии, бассейн реки Чорохи, Эрушетию или бассейн Верховной Куры, Лизгистан. Дальше Куры. Лизгистан или Чанетию в эпоху Вахушти целиком находилась под владением турок. Лизгистан, лезгины находились полностью под владением турок, ставленник которых титулом паши сидел Ахалцихе. В пределах Самцхе Сатабага грузинский географ выдает историко-этнографические единицы. Самцхе, Месхетию, Джаватхетию, Эрушетию, Аджарию, Шавтию, Кола, Кларжетию, Тау, Артани, Чанетию, Чанетию, Лизгистан, Осетию, Овсетия или внутренний Кавказ соответствует высокогорной полосе северных склонов Центрального и Восточного Кавказа, заключенной в основном между главным и скалистыми хребтами, населенными горцами не грузинской национальности, осетинами, кистами и прочими. В пределах этой полосы выделяются этнографические области. Басьяне соответствуют Балкарии или, быть может, Псыкской долине. Дигория, Двалетия, это которые не грузины. Дигория, Двалетия, район истоков Ардона. Глигвы, Галгай, Дзурдзукетия, Горная Чечня. Вахушти Багратиони в своей книге пишет: Дзурдзукетия, Горная Чечня, Глигвы, Галгай. Это на странице 93. Там есть и дальше, и про Малую Кабарду, Черкезию и так далее и тому подобное. Так что ваш любимый Вахушти Багратиони в своей книге, которая называется «Вахушти Багратиони и его предшественники и современники», обобщающий материал Вахушти Багратиони, который из непосредственно его материалов говорится, что Дзурдзукетия – это горная Чечня, а Глигвы – это Ингушетия, как и кисти, ближние кисти. Поэтому материалы, книги, источники, над которыми мы днем и ночью ищем, работаем, над которым трудимся. Главное, чтобы довести до вас, уважаемые мои, любимые мои, представители моего Нохчи народа. У нас очень богатая, интересная история про наш народ. И если вы поддаетесь на провокации, значит, если вас заставляют материться или послать их, и так далее и тому подобное. Я понимаю, что нервы на пределе и так далее и тому подобное. Но будьте умнее. Есть достаточно материалов и доказательств того, что мы имеем все козыри на руках. Есть, конечно, нарнийские утырки, которые рассказывают всякую ересь и ерунду, которая это наша, карта рисует. Но мы их будем публиковать и показывать тысяча и тысяча людям, чтобы это все сохранилось в интернете, что эти люди лгут, врут, что это недостоверная информация. Что касается этой лжи, когда она прекратится, тогда мы будем только четко заниматься только своей историей, по мере возможности, пока мы есть, пока мы существуем. Параллельно, конечно же, я буду в дальнейшем, начну сейчас набирать материал обратно
про представителей нашего Нохчи народа, про наши тейпы. Я не написал еще про Мул, Уай, и там много-много других тейпов, которые Нохчи я еще не написал. Обязательно напишу. И про Мул, Уай напишем, и про Тирва я написал уже, Пхам, Туай, Хак, Уай, про многие я уже написал тейпы, а остальных тоже напишу. Про Мержуай написал, про Вяппи написал. Я говорю только о Нохчи тейпах. Мы про них будем писать и публиковать их будем обязательно. Я, по крайней мере, буду публиковать. За остальных я, конечно, говорить не буду. Вот. Поэтому есть моменты, в которых мне иногда нужна ваша помощь. Вне всякого сомнения. Скидывайте, находите. Вот последние карты, которые были присланы нашим подписчикам из Турции. И он показывает территорию. Весь Дагестан входит. Весь Дагестан входит под протекторат России, кроме Черкесии и Чечни. Черкесия, там написано Кабарда и Чечня. Вот кроме этих трех регионов. В этот период это турецкие карты, которые прислали мне из Турции. Маленькая Чечня, большая Чечня, какая бы она ни была, но она есть. Как и глобус, который прислали мне из Австрии. Как и многие книги, которые мы достаем. Сейчас Лема еще там есть один брат, который мне достает старые советские книги, касающиеся нашей чеченской истории. Да, Духуа Хуаль. Он мне еще сказал отправить ряд книг. Что касается ауховских героев, представителей Нохчи народа, это тоже будем публиковать. Понимаете? Поэтому те, кто заходит узнать что-то новое, важное, опять же, хочу повториться. Друзья, в наше время везде, где бы я ни находился, каждый любит фантазировать. Да, фантазеров, конечно, достаточно. Где бы кто бы что ни говорил, алейкум ассалам. Правильное название ауховцы, географическая местность. Там могут быть и акинцы, там могут быть и остальные. Но правильно обобщать их ауховцами. Это область Аух, междуречье Терека и Сулака до самого Каспийского моря. Вне всякого сомнения, эта территория была за ауховцами. Называйте как хотите, говорите как хотите. Здесь и эндери есть некоторые, на некоторых картах, где я не говорю. Эндереевцами называются чеченцев. Много таких карт и разной информации. Я не стану убеждать или говорить что-то там дагестанским ученым и всем остальным. У нас очень много неизученного материала о представителях нашего народа, которые проживут в Аухе. Но у меня возникали ряд вопросов. Там есть некоторые люди, которые занимаются несерьезными вещами. Оглашать я этого не буду, но Эльдар Ауховский. Про всех, да, про всех. Аух и ауховцы – это часть нашего народа. Понимаете? Часть нашего, родного своего. Точно так же Панкисия, точно так же Иордания, точно так же в Турции, в Сирии, где проживают представители нашего народа, о них, если есть что-то новое, интересное, Германия, Норвегия, Франция, без разницы, что-то новое, важное нашли, сразу скидывайте. Мы будем публиковать, которое будет создавать правильную картину о нашем народе. Пьяниц, алкашей, дебоширов и таких достаточно, и людей, которых там раскидывают и так много, больных, не больных, понимаете? Я не пытаюсь брать всех там, сажать в одну лодку. Их Всевышний Аллах сам Всевышний сам разберется. В их грехах мне не нужно лазить. Вот. Что еще я забыл? Огромный материал готовлю про Ташу Хаджи, Вокхадж, Отсунах, Сейстан. Пока не публикую, жду высказываний. Смотрю, как кто реагирует. Но насчет
стримах, то, что я говорил, с аудиозаписью, я хочу, чтобы вы немножко послушали. Вам будет понятно, о чем я говорю. Надеюсь, слышно вам будет или нет. Дайте мне знать только, хорошо? Мне очень понравилось. Я думаю, что это эксклюзив. Ни у кого пока этого нет. Так. Это очень про все кавказские. Поэма «Шейх Мансур». Поэт Тугузов Асланбек. Запись и сведение Денис Атабаев. Читает Слышно вам Аднан или нет? Нагаев. Дайте мне знать. Вам слышно? Напишите мне. В сырой темнице каземата, куда и луч не проникал, в цепях из твердого булата чеченец гордый умирал. Уже не двигал он руками и только пристально глядел большими темными глазами в ему лишь видимый предел. И столько пламени сияло в его измученных глазах, что, скручиваясь, отступала тень смерти в кованных дверях. Вот он зашевелил цепями, вот тихо голову поднял и странно, бледными губами, с улыбкой слабой прошептал: прощайте все, в ком мог узнать я родную кровь. Прощай, мой край. Прощайте, пламенные братья, и ты, тюремщик мой, прощай. Мне сумрак жизни вездесущий, видать, уже не по плечу. Творец небес, морей и суши уж гасит и мою свечу. Уже я чувствую с надеждой, как разлучается с тюрьмой мой дух, и новые одежды мне шьют из ткани световой. Сквозь спазмы немощи проклятой, сквозь тьму и крыш тюремных жесть, я слышу, как седой глашатай несет мне радостную весть. Доволен я, и слава Богу, да будет так, как Он решил. Не я чертил мою дорогу, ее Всевышний начертил. И вот сейчас, теряя силы под гул слепой морской волны, я умираю без могилы в глухом краю чужой страны. Без брата возле изголовья моей кончины, чтобы он вложил в ладонь мою с любовью свою могучую ладонь, чтоб словом, трогающим душу, мой ум сметенный укрепил и бедный прах в чужую сушу с молитвой тихо положил. Но я надежды не теряю. Я знаю, свет рассеет тьму, и с чистой совестью вверяю себя ему лишь одному. И смолк, как будто сила речи уже покинула его, лишь слабо вздрагивали плечи, и смерть глядела на него. Но вот он вздрогнул, словно глянцем зари предутренний восток, каким-то розовым румянцем зажглись две ямы впалых щек. Как будто вдруг упали стены, и рухнул в бездну каземат, и видит он надел ячменный саманный дом отца и мать. Серебряную ленту сунжи, обрывы желтых берегов,
как будто дождевые лужи мерцают зеркала прудов. А дальше, к югу, за лесами, туманя призрачный простор, сияют белыми снегами седые шапки синих гор. И видит он картины детства, как будто сквозь нездешний дым печальной памяти наследства все живо стало перед ним. Вот он на памятном кургане с кинжалом в жилистой руке стоит в пороховом тумане, в папахе в черном башлыке. Ложатся с грохотом снаряды, свистя осколками свинца, а он глядит, идут отряды, идут, и нету им конца. От Татартупа до Кордона, седых кубанских берегов, они идут, подняв знамена, почти до самых облаков. Сверкает небо от пожаров, и горы в сумрачном огне. Вот кабардинский дол Мударов летит на княжеском коне. За ним, рассыпавшись, как лава, как смерч, сметающий врагов, летит Адыгов свет и слава, мерцая сбруей скакунов. Сверкают латы, злые искры, подков вот-вот зажгут поля. Такой стремительной и быстрой не знала конница земля. Вот дол, сорвав повязку с глаза, поднял джате над головой. Салам тебе, имам Кавказа, Аллах всевидящий с тобой. Как зоркий сокол с тверди черной, сложив крыла в урочный час, тугие склевывает зерна, так смерть выклевывает нас. Из этой жизни быстротечной, похожей на печальный сон, клянусь душой и жизнью вечной, ты был муршидом всех племен и шел под знаменем ислама быстрее молнии грозы. И в черной бездне глаз имама сверкнула капелька слезы. И слабо шевеля цепями, он с силой выпрямился вдруг и прошептал, горя глазами: «Мир и тебе, мой верный друг! Господь миров, вдохнувший пламя в живую глину бытия, за наше братство и за знамя, пускай помилует тебя. А я простил, мне новоселу, к чему теперь мирская грязь?» И, опустив печально к долу, в глаза промчался гордый князь. За ним Месостов от Ажука, смирив лихого рысака, как старь в бою стрелу из лука, пустил в седые облака. И крикнул зычно: «Данник смерти, я Бога с трепетом молю, чтоб после этой круговерти мы снова встретились в раю. Прощай же, брат, пусть наше знамя узрят и немец, и урус, и долго плачут в твою память и храбрый лев, и горький трус. Вот следом мчится Астемиров, уздень из малой Кабарды, и громкий клич его такбира качает полог темноты. И снова хриплый гик и крики, и топот ног, и пыль столбом. Имам глядит, идут кумыки, все так же дерзко напролом, как шли когда-то под Кизляром, под Татартупом и Лобой, на пушке белого Сардара в последний свой смертельный бой. Вот князь Чапалов саблей машет, и как скала при свете дня, Салауздень Казбек Умашев пристал с могучего коня. Играют солнечные блики на длинных ружьях и бичах. «Салам тебе!» — кричат кумыки. «Велик Аллах! Велик Аллах!» Смотри, как гаснут наши очи, живым пылавший огнем. Ты был нам светом в темной ночи, и зорким был поводырем. Уже твои мы видим знаки, как дар грядущим племенам. Прощайте, верные кипчаки, чуть слышно шепчет им имам. Я скоро стану прахом, короткий век отпущен нам, но в судный день перед Аллахом я засвидетельствую там, что никогда на поле брани под вечным знаменем отцов от Дагестана до Кубани надежней не было бойцов. Прощайте, братья. С тихим стоном чеченец шевельнул рукой, но новые зажглись знамена.
и осветили свод сырой. И вот уж кулаком единым, как встарь асхабы на тагут, идут нагайцы, абазины, кавлинцы смелые идут. За ними грозные лезгины, а враги предательский измен идут, держа прямые спины в бешметах черных до колен. Как львы урочищ Дагестана, лихие в храбрости своей, идут аварсы Умахана в больших попахах до бровей. Вот за кубанские доспехи сверкнули грозно за холмом, и гаснущие очи шейха последним вспыхнули огнем. Когда в сияющей кольчуге, расправив свой могучий стан, возник гроза морской округи, черкесский лев Мухаммед-сан. На западное Черноморье Мухаммад ужас наводил, но тут он взором полным горя с тоскливой болью возгласил: «Прощай, мой шейх, мы все в печали, благодарим свою судьбу за то, что мы не проиграли ни веру нашу, ни борьбу. Пускай над этой твердью зыбкой запомнят люди образ твой». И умирающий с улыбкой кивнул черкесу головой. Аллах велик, хвала Аллаху, что все навеки решено, грядущее подобно праху, коль прошлым не озарено. Спасибо, что делился хлебом и не предал в тяжелый час. Господь миров под вечным небом в свой час помилует и нас. И вздрогнул свод, и длинным эхом сотрясся сумрак пустоты. Прошли Галгаи, Абадзехи, Убыха в стройные ряды. Они прошли при ясном свете, под храп коней и свист свинца. И нет конца колоннам этим, и нету им конца. Вот самый лучший из алдаров, из тагаурских осетин, бесстрашный князь Ахмат Дударов теснил дарьяльских пластилин. В руках его при свете солнца мерцает сабли острой сталь, но очи грозного иронца уже окутала печаль. И кличет он в тоске сердечной, убавив резвый ход коня: «О, светлый шейх, в юдоле вечной, замолви слово за меня. Скажи, что грешный страж Дарьяла, взымавший пошлины с купцов, не спрятал в ножны сталь кинжала, когда услышал вечный зов. Предтечи истины имама и к битве воинов собрал, и, глядя вдаль светло и прямо, имам Алдару отвечал: «Я все скажу, мой брат угрюмый. В тот день, когда поставят в ряд, ты был лучом кавказской уммы, и ты из спасшихся, Ахмат. Прощай, под этот темный свод я до дня великого уйду». Дударов выпустил поводья коня и канул в темноту. Но вслед за ним над бездной хмурой, из тьмы свернувшейся в огне, поднялся каномет Мансуров на тонконогом скакуне. «Салам тебе, имам Кавказа! Ты жив, а значит не убит!» Кося лукаво острым глазом, кричит веселый чингизид. Пока колючие барханы еще удобны для войны, и наши звездные колчаны тугими стрелами полны, мы будем жить, а это значит, что все идет своей стезей, и степь Ногайская оплачет тебя живительной грозой. Прощай, имам. Нагаец плетью слегка коснулся рысака, и тот, всхрапнув во тьму столетия, умчал лихого седока, как будто звездного ребенка, через надмирный перевал. Но в странно вздрогнувших Степан Шишковский в своем немецком парике глядит слезливыми глазами и что-то силится сказать, но только шамкает губами, и трудно узнику понять, чего он хочет, этот молью съеденный призрак старика. Но с сожалением и болью он грустно смотрит на врага и, тихо поводя плечами, чуть слышно шепчет в темноту: «Ты, иссекший грешников плетями,
готовься к Божьему кнуту. Мне жаль, в душе твоей тревога, тоска и больше ничего. Прощай, старик, проси у Бога, моли прощения у Него. А я простил, без сожаления, за всех живущих на земле. Шишковский с горьким изумлением вздохнул и сгинул в сизой мгле. Роняя длинный кнут в потемки слепой истории веков, но следом вынырнул Потемкин, горбясь от груза орденов. И словно длинным опахалом, раскачивая пустоту, командным басом генерала встревожил злую темноту. Ну что, Мансур, решил проститься? А мог бы просто жить и жить, и матушке императрице всемилостивейшей служить. На южных рубежах Кавказа, заслоном нашим, так сказать. Но ты, фанатик и зараза, решил безумно бунтовать. И машет пальцем. Но устала, имам с сочувствием глядит на тучный призрак генерала и, улыбаясь, говорит: ты прав, пора уже проститься, дорогу вечную стелить, тебе бы Богу помолиться, чем пальцем в сумерки грозить. Не забывай, глуши порожней, крушитель вражеских бойниц, что милость Господа надежней капризных милостей цариц. Теперь уйди, не будь помехой у уходящих на пути. И тихий легкий приступ смеха из впалой вырвался к груди. И стало тихо с круглой башни, где поменялся караул, балтийский ветер злой и влажный в окошко узкое подул. Это, как вы знаете, в основном, как я и говорил, небольшую часть я вам дал послушать сегодня. Продолжение обязательно будет. Это даже, как говорится, даже не половина. Но да, там есть какие-то исторические анахронизмы, небольшие ошибки, что касается там потомков Уматхана, что касается Галгаев и так далее. Исторические неточности там есть, но автор посчитал, что это произведение, поэзия, называйте как хотите, оно обобщающее, тут не отделяет никого. Здесь и кумыки, и нагайцы, абадзехи, кабардинцы, все, кто есть, как вы знаете, то есть он здесь не абстрагируется. Дальше будет еще интересно, я надеюсь, вам понравилось, и вы будете ждать. Реально, это пока эксклюзив, он есть не у многих, то есть единицы, как вы видите, и дикция, и вот эта хриплость, этот кашель специально, непосредственно автор, который зачитывает стих, он кашель делает, потому что, вы знаете, шейх Мансур уже в Шлиссельбургской крепости уже болел, у него считается, что у него туберкулез был, он подхватил, очень сильно простыл. Поэтому это кашель, все это пародируется непосредственно как будто бы от шейха Мансура. Нет, Аббас, я же тебе сказал, это нету такого источника. Я спросил у них, видать, автор не стал их отделять и добавил. Там есть пару неточностей, я как бы прослушал, просмотрел. Я это-то сразу сказал, но он говорит, поскольку это более обобщающее, объединяющее, сказал про всех. Поэтому как-то так, отлично прочтен поэзию, перенес во времена Оноха. Это еще не все, Берс, там есть еще продолжение. Я не знаю, возможно, может быть, найдется. Был Юртда, кажется, мне предлагал или говорил, что если нужно сделать какой-то фильм исторический или ролик, было бы великолепно, конечно, сделать из него ролик часовой, но для этого нужно работать, потому что всех, кого он перечислил,
адыгские в основном герои, они есть. Ряд картинок, это можно было бы смонтировать хорошим видео, исторический сюжет сделать про шейха Мансура, но это на будущее посмотрим. Может, кто-то возьмется за это, у кого-то будет возможность, и он сам сможет сделать. А так, иншаллах, мы, если завтра у нас будет эфир, да, если доживем, если завтра будет эфир, это 16 минут, почти 17 минут я вам дал послушать. Еще осталось где-то минут 40 до конца. Поэтому я не стал вас... Я, честно сказать, наблюдал, смотрел активность не спала, это очень радует. Но увидите из дикции, из зачитывания, и каждое вот название национальности, и истории, и поэзия, все перекликается в этом, и это очень важно. Поэтому надеюсь, что, конечно же, дальше вам понравится. Ибра, я тебе его скину, ты обязательно размести его, постарайся найти какой-нибудь исторический сюжет, наложить на него. Это часовой ролик будет как минимум. Выложи нас на нашем с тобой сайте 3W, выложи на YouTube-канале, вот, полную версию. Я тебе отправлю MP3 версию, MP3 movie версию отправлю, а ты там уже добавь, что можно. И название, имам Кавказа и там национальности можешь перечислить, чтобы каждый через хэштег, чтобы и адыги знали, и кабардинцы, и нагайцы, и кумыки, всех перечисли, кого он там перечисляет. Хэштег, там снизу описание. Хэштег, там кумыки, хэштег лезгины, хэштег там и так далее, там подобное. Всех, кого он перечислил, чтобы люди, кто в интернете что-то хочет знать о своих исторических героях, может он узнает что-то новое, может он узнает что-то важное, потому что это более такое объединяющее, более общекавказское такое направление. Ну, реально, мне очень сильно понравилось, на меня это повлияло, я хотя очень не сильно люблю поэзию, но все-таки это важно, чтобы знали все. Вот. Что касается нашей карты, я надеюсь, что вам всем понравилось. Вот. Все, кто зашел во второй части нашего эфира, сейчас, поскольку мы уже ближе к завершению идем, хочу еще раз вам показать его. Так. Вот карта. Карта Ле Джорджия. Юлиус Клапрот, 1823 год. Мизджеги, это Чечения, но в Чечне. Начинается от реки Сунжи, видите? Ингуши за Сунжи, если что. Мизджеги, это чеченцы. И до кого? Видим, это андийцы, это, я так понял, Салатау, это Ботлих, если я не ошибаюсь. Здесь дальше спускаемся вниз. Идем. Здесь Тушетия. Видите? Тушетия. Идем дальше. Вот. Это большие горы. Дальше здесь идут ингуши. И вот. Вот Моздок. Видите, полоса. Это прямая. Это военно-грузинская дорога. Вот Владикавказ. Вот от чеченцев Владикавказ видите, да? Как он расставит. А карта сама, масштаб карты, чтобы вам было понятно. Вот я стою где-то, ну, может быть, 1,80 м. Карта великолепная. У меня просто стен нету, вот, чтобы ее прикрепить. Но мы обязательно ее прикрепим. Вот. Карты поступают. Вот такая вот у нас была красивая большая родина когда-то. Но это даже не все, там сейчас еще верхняя часть добавилась. Вот так вот, уважаемые мои хорошие друзья. Сегодняшний эфир, наверное, мы... Кстати, карту Клапрота полностью
подтверждает и Семен Броневский. Карта Семена Броневского у нас есть тоже в наличии. Она полностью соответствует карте Юлиуса Клапрота. Клапрота 1823 год. Сейчас, минуточку. Карта Семена Броневского у нас идет 1750-1820. То есть это еще до того даже, как ингуши спустились на плоскостную территорию. Вся эта карта и все эти территории, которые есть у нас по границе с Дагестаном, по границе с Ингушетией, с Малой Кабардой, Ставропольским краем, Терским казачеством, с Грузией. Все эти карты разного периода, 18-19 века, это касаемо истории непосредственно. Что касается Дзурзуков, материал, который я особенно... Ты знаете, что самое интересное? Есть момент, я вам всем и так прекрасно рассказывал, все прекрасно это знаете. Я сказал, что в своих текстах я всегда там, где есть чеченцы, ставлю самоназвание Нохчи, дефис чеченцы. Вот здесь или там чеченцами, нахчийцами в основном. Больше в тексте я вообще ничего не меняю. Вообще ничего не меняю. Вот. Есть какие-то материалы, которые нету, там, допустим, авторские они. То есть я написал, или кто-то там, знакомый из ребят, которые вместе мы работаем. Ибраим написал, кто бы то ни был. В этом случае я, конечно же, показываю, и мы не записываем. Но есть некоторые моменты, которые я на живца, я рыбак, охотник, я на живца ловлю норнийцев. То есть закидываешь материал, название я оставил полностью, закинул материал. Этот материал немца, но там соавторство идет, потому что перевод кто-то сделал и так далее и тому подобное. Я закинул без названия, то есть не закинул оригинал немецкой книги, не закинул ничего. Норниец проглотил. Это супер пафосный такой норниец, который сам себя считает пафосным, который любит писать мне: кроме нас, кто вас еще нахчица, нахчи называет. Дебилоид не понимает, что нахчи это самоназвание народа. Об этом говорит и Берже из 19 века, из 18 века. Все говорят, что есть. Эти же утырки недоразвитые думают, если грузины нас в горах записали дзурзуками, а внизу там нас русские назвали чеченцами, что чеченцы это отдельно, а дзурзуки это отдельно. Это одно и то же, если сказать Хельдиарой, Ченты, Хачруай, Дая, или Чеберлуай, или Шаруай, они являются дзурзуками, а все, кто живет в Грозном, в Аргуне, там, допустим, или в Натеречном районе, они являются чеченцами. То есть разными. Вот в их представлении вот эти идиоты сами не понимают. Но мы, альхамдулилля, по воле Всевышнего Аллаха, находим материалы, которые сами, ссылки, которые, карты они закидывают и говорят, вы чачаны, чечены и так далее. В Ахуште, вот по книге Вахушти четко указано, нашли книгу, где Вахушти Багратионы говорит, чеченцы это горные, дзурзуки это горная Чечня. Ни Ингушетия, ни Глигветия, ни Гелахайстан, ни там Сюлистан и так далее и тому подобное. Башлам. Так, еще... Это я знаю, они в это не верят. Они в это не верят. Сантина СТ, я постараюсь, я опубликую, конечно, эту карту опубликую. То, что ты отправил, эту карту мы опубликуем. У нас еще ряд карт, ряд опровержений, просто тьма тьмущая. С другой стороны, есть другие норнийцы, которые там всю восточную нашу часть захватывают, вплоть до Каспийского моря, говорят, что это была великая, там, не знаю, Симсеретия или Аваристан и так далее. Это тоже норнийцы, которые выдумывают. Но ни те, ни другие, они наоборот таки утверждают, по материалам, которые мы зачитывали, Вахушти Багратионы говорит, что в основном Дагестан не весь, это северный, ну, в принципе, до того, как Терская область, кроме северного Дагестана, все остальное было полностью под протекторатом Турции. Или же под Грузией. Допустим,
Дидоэти идет как Стушети и всем остальным. То есть Дидоэти была частью Грузии. Эти басни, сказки, то, что они говорят, что анди, дидойцы, они что являются аварцами и так далее, это тоже опровергается тем же Вахушти Багратионе. С какой стороны ты не зайдешь, где бы ты ни начинаешь изучать, смотреть историю, ты находишь очень много интересных фактов, связанных и с нами. Это говорит о том, что мы, само собой, не пришло, не выдуманный народ. То, что когда пришли урусы и мижги и начали нас называть там поселение Чечен-Аул, допустим, это их проблема. И, сегодня, на сегодняшний день это стало неким брендом, и многие не хотят отказываться от названия чеченец. Но Берже еще в 19 веке, и во времена Клапрота, и барона Услара, они говорят, что они сами себя называют Нахчи. И для них, старейшин, это является оскорблением, чтобы их назвали как-то иначе. Понимаете? Нету. У меня такой карты, нету такой карты, не существует. Я, по крайней мере, не видел, если они не выдумают ее. Вот. Поэтому и нету отдельных, опять же, нету отдельных акинцев, которые хотят, начинают мне про ух что-то чесать, что это было отдельно и так далее. Там. Нету отдельных мержоевцев, есть один единый народ, говорящий на одном языке. Но когда с ними сталкивался, спрашивали, кто ты, какого ты тейпа, тейп называли, общество, в котором проживает, союз там обществ, они называли. Не называли, конечно же, название там, допустим, народа. Но когда они с самого Дарьяльского ущелья и до реки Сулак, Уайхи, спрашивали и понимали, что мы все говорим на одном языке, они понимали, что это один народ. Поэтому фиксируется, и в многих местах нету такого отдельно ингуши, отдельно галга. Этого не было. Потому что они знали, что все говорят на одном языке, и это был единый народ. Позднее, уже ближе к 19-му, к концу 18-19 веке, уже когда часть более воинствующих в этой стороне, более прагматичных, которые заключили договор в другой стороне, их потихоньку разделили. Но корни одни. Называйте их кистети, называйте их как угодно, называй, но факт остается факт. Но даже их же методами, которыми мы сегодня работаем, мы можем прекрасно доказать, что и Вахушти Багратиони, что и Услар Барон, что и Гарри Пекин. Кого бы они назвали, мы находим опровержение и доказательства того, что ночью были, есть, и что мы единый народ, и что вот эти басни, сказки, которые создают о якобы украденных и так далее и тому подобных, не получается. Наверное, красный горшок, там, где он там находится, в местах не столь далеких, перевернулся бы, если бы узнал, что у Вахушти Багратиони на самом деле есть написано это ворство, он врет. Я сейчас и так уже завершаю эфир, так что... А по многим остальным назовите просто автора, которого вы называете, которого вы говорите. Даже по Бруно Плечке, который якобы ссылаясь, которые допустили грубейшую ошибку наши переводчики, даже их мы нашли, эту ошибку. Но нарницы не исправили эту ошибку, они использовали эту ошибку. Но кто является маргиналом больше, мы показали и доказали. Верите вы мне, не верите, как мне некоторые нарницы начинают там говорить, тебе твои же там это сказали, про тебя это говорят, то говорят. Единственное, что вы можете мне предъявить и сказать, кто будут завистники, независтники, подлые люди, которые не любят. Во-первых, они не любят ни ногчий народ, не любят ни свою родину. Вопрос не во мне. Я могу уйти. Речь же об истории. Ее написали разные люди. Я лишь ее трактую. История будь то, тейпы будь то, наша родина будь то. Разницы нет. Мне сотни людей, в завершение я хочу сказать, прислали вот про эту мечеть. Присылают про Палестину. Вы знаете, палестинский конфликт, вкратце зайдем, да? Палестинский конфликт длится, наверное, с
50-х, 60-х годов 20 века. Их убивают, взрывают, расширяют, выгоняют с мечети, делают все, что угодно. Аллах дар калю харсу лилош мялочу. Холбеч мархебата дуадидова. Но вы должны понимать, и всему есть свое время, всему есть, как говорится, место и время. Дальше я зинчхайна иншалла рахманна аля ксилахия гела паратхарю мершахарю. Да, мы не остаемся в стороне. Я делал очень много по этому поводу, и публикации делал, когда снайперы убивали там невинных палестинских с Красного Креста, медсестер. Я это все делал. И у меня были дебаты и терки с жуктишцами, с евреями. Я доказывал несправедливость. По истории, это, конечно, полный беспредел. Их приняли, им дали, их поселили туда насильно. Поселили насильно, то есть не спрашивая палестинцев. И их некогда бывшая большая территория теперь превратилась в основном в Израиль, а палестинцы там, арабы стали людьми, извините за такое выражение, третьего сорта. Это, конечно, не есть хорошо. Но, опять же, исправить, может ли маленький чеченский народ исправить эту ситуацию? Конечно же, не может. Мы можем говорить, мы можем наговорить на статьи, мы можем наговорить многие вещи потом, но это все глупости. Посмотрите, почитайте, кто кого поддерживает, посмотрите, в чем причина, посмотрите. Мы, конечно, всегда были и будем на стороне мусульман. Мы знаем, что Алякс – это третья святыня всех мусульман. Мы за наших братьев мусульман. И будем делать дуа, иншаллах, чтобы все там наладить. Но я прошу, не призывайте цигдар диези, харда диези, вожда диези, бовшего, камцию, камахья делаешь. Цаюш, есть много, 200 миллионов, 2 миллиарда почти что мусульман во всем мире. Вот правильно же говорят, если 2 миллиарда, где у остальные? Есть намного могущественные, сильные и финансовые, и в военном положении государства. Но все молчат. А мы не можем ничего, орем, раскидываем людей, стравливаем, только и занимаемся вот этим. Что касается строительства мечети в Москве, по этому поводу я говорю и буду говорить. Вот этот ненужный шовинизм и национализм только делает, ослабляет Россию. В любом мусульманском регионе есть церковь, никто не запрещает. Если есть хоть 200 тысяч, хоть 300 тысяч, и у вас есть деньги, у вас есть люди, которые туда будут ходить молиться, мусульмане не мешают вам, стройте. Но предвзятое отношение к мусульманам, которые проживают миллионами в Москве и не могут там построить мечеть, это, конечно же, шовинизм. Это люди, которые и спортсмены. Я, честно сказать, этих людей не понимаю, никогда не знаю. Где ваша толерантность, где ваша, вы же любите говорить, там везде нацики, мы не такие, мы едины, мы едины. Где же ваше единство? Ни больше, ни меньше. Каждый мусульманин имеет право и на мечеть. Езжайте к себе домой, там на своем языке. Если уедут все мусульмане со всеми своими деньгами, со всеми там, киргизы, таджики, все уедут к себе, кто вас, грубо говоря, будет убирать, очищать, все фуд-сити, все везде хоронят, везде почти что все занимаются. Миллионы мусульман обслуживают мегаполис Москву. Сегодня то, что они ходят туда, молятся, вам никаким образом... Пошла договор Анора, прочитай. Вам они не мешают, ничего такого нет. Святое озеро, святые там, наша церковь, ну никто же не виноват, вы можете построить это в Москва. Постройте на 200 тысяч церковь.
И главное, не просто построить ее для красоты. Ходите туда, молитесь. Кто же вам запрещает? Никто же не запрещает. Мы же говорим, Конституция многонациональная, многоконфессиональная и все остальное. Да, конечно, такое отношение очень сильно, вот этот, насколько я знаю, честно сказать, песни, которые поют «Бойся, ты бойся», там «По реке плывет чеченец», там «Оторвали руки, ноги» и так далее. Терскому казачеству, кубанскому казачеству, какое бы там ни было казачество, которое этим занимается, которое считает себя вот такими, да, в ваше время давно закончилось. Вас поселили на наших землях, на нашем Тереке, на нашем Сунже царская власть. Вы пользовались всеми атрибутами, всей силой России всегда, в основном. Вы сами никогда ничего бы не достигли, если бы не Москва и так далее и тому подобное. Поете вы эти песенки, не поете. Да, конечно, толерантность. Мы все это понимаем, дружеские отношения, это все должно быть. Но мы когда-то это сделали, вы когда-то. Когда-то была Римская империя, когда-то было великое государство чингизидов, тимуридов. Они тоже, они же сегодня не могут сказать, вот наша Золотая Орда, это вся Астрахань, вот это вся область Кавказа, это верните нам это все. Будут ли они правы? Нет. О своем величии говорить и напоминать, это, конечно, много ума не надо. Хотите ноги, руки оторвать или так далее и тому подобное, вы знаете, где есть, где живут нохчи, где они живут, чем они занимаются. Живут у себя дома, не у вас дома. Вы напали, мы оборонялись. Я про историю говорю, прошу не путать с настоящим временем. Я отвечаю тем провокаторам, которые закидывают вот эти ролики там и так далее. Все в Москве у себя там бойся, ты не беспокойся, петь вот эти песни. Прежде чем это петь, ты бы своей жены бы перестал бояться. Я уже не говорю о новчем народе или о каких-то кавказских народах. От этого нам ни тепло, ни холодно. Где и как заключается. Если вы хотите укрепиться на шовинистических высказываниях кавказцам, мусульманам, боюсь, что ваше государство или ваше мнение, все, что вы задумали, пойдет ко дну. Так дела не делаются. Вот. Если вы такие воины, бойся, ты бойся, можете, вот, как и говорят многие ныне чиновники, поехать на передовую и показать там, боишься ты или не боишься, и какой ты воин. Когда нужно какие-то интересы отстаивать государство, вы все попрятались, побоялись, что вам пришлют повестки. Я про молодых людей, я не говорю старых, больных и так далее. А когда высказывания против мусульман, против кавказцев, вы поете песни там, это показывает уровень вашего культурного воспитания. Благо разумных политиков достаточно и на Кавказе, и в России. Они-то договорились построить мечети, это все устаканилось. Просто все вот эти разговоры, вот ты выскажись, ты это скажи, вот каждый. Знаете, я очень не люблю хайп. Я не люблю хайповать на этой теме, потому что я знаю, что многие темы по этому вопросу любят хайпануть, там сказать, мы, вот это. Никто ничего не сделает. Никто ничего не скажет. По сути своей, как такого веса никакого не будет. Если ты мусульманин, ты будешь молиться, ты найдешь и мечеть, и все остальное. Но отношение к мусульманам, отношение к своим гражданам нужно менять. Вот такие ролики распространяют, потом, конечно же, свои выводы делают и кавказцы, делают и спортсмены, и политики, что не укрепляет, опять же я говорю, что не укрепляет какую-то картину единства общего государственного пространства, на котором мы живем.
Руководство регионов, руководство государства пытается всяческим путем показать единство, чтобы убрать эти ярлыки, чтобы все остальное, да. Вот такие люди, которые занимаются, я не знаю, может, отрабатывает что-то, кто-то бабки дал, может, кто-то, я не знаю, хотят подорвать изнутри, может, какую-то картину хотят завалить. Я не буду врать, я не знаю. Но это некрасиво и не культурно. Определиться нужно. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Я надеюсь, я ответил всем на вопросы. Думаю, что на сегодня уже, наверное, хватит. Наши возможности тоже не безграничны. Я хочу сказать огромную благодарность 5 братьям. Сегодня только братья прислали, да, в этот священный месяц Рамадан. Это ведь что вы поддержали наш канал. Мы теперь уже в конце эфира говорим, кто поддержал, кто не поддержал. Вот. 5 человек. Огромная благодарность за то, что поддерживаете нашу работу. Если вам нравится, лайкайте, подписывайтесь, приглашайте побольше к нам. Вы знаете, у нас нету ни накруток, вот эти накруткающие там и так далее. У меня нету. Единственные мои помощники это вы, когда вы просматриваете, оставляете комментарии, 1-2 комментария вам. Ваша поддержка мне очень сильно необходима. Да и в принципе те ребята, которые мне помогают, там, огромная благодарность моему брату, который сделал эту карту, купил эту карту, да. Огромная благодарность ему, огромная благодарность всем, кто смотрит, кто поддерживает, моим YouTube братьям, сестрам, воинам, которые поддерживают. Я вас прошу только об одном. Кто бы, что бы вам ни говорил обо мне, чтобы я вас прошу, не берите грех на душу, за моей спиной не говорите, просто зайдите в директ, спросите, я вам обязательно отвечу. Все, что я знаю, если это касается истории нашей, географии, культуры и так далее и тому подобное. Если же это какие-то личные вопросы касаемо моей жизни, моих политических взглядов, мне нетрудно на это тоже ответить, но социальные сети – это вещь такая, которую, вы знаете, многие гюльчатайки, я их называю так, гюльчатайки, которые боятся зайти в эфир, они пишут и плохое пишут про нас, Масанахил, плохое пишут про вас, про тейп, про народ, про все пишут. Но когда ты говоришь им, Гюльчатай, покажи личико, они бегут, как прокаженные, извините меня, прокаженные женщины легкого поведения, которые пытаются рассказать нам о морально-нравственных вещах. Но только им стоит сказать, покажи свое лицо, они бегут. Знаете, почему бегут? Потому что за время своего пребывания они наговорили столько вещей, противоречащие, разжигающие межнациональную рознь, оскорбляющие целые тейпы, целый народ, потому что отвечать боятся за это. Но они забывают про Всевышнего Аллаха. Им в первую очередь придется отвечать перед ними. Я же свое лицо не скрываю, я не оскорбляю ни народы, ни тейпы, ни фамилии, ни шахара, ни тухума. Нету смысла. Мы говорим об истории. Обсудить историю, географию, культуру можно. Можно обговорить, даже говорить с вами. И насчет политики несложно. Просто в политике есть некоторые острые моменты, которых я не хочу отвечать, переживая не только за свою, но и безопасность тех людей. Он может быть маленьким, большим. Завтра, если у него или у кого-то возникнут проблемы, его родители, братья и сестры начнут мне звонить и говорить, вот у тебя на эфире он сказал, там это случилось, там его забрали, это забрали. Потому что все социальные сети просматриваются. ЦП работает везде, без разницы, в Чечне, где бы это ни было. Поэтому нужно за своим хлебалом следить. Из-за этого многие вещи расхлябы. Я понимаю, можно набрать аудиторию, когда ты будешь говорить всякую ерунду, все сплетни, где правда, где неправда, без разницы. Можно собрать огромное количество подписчиков, но таким образом я не хочу. Мне нужны новчи, которые любят свою родину, свою историю,
свой язык, культуру, новчи, чеченцы, не знаю, там, кто-то, некоторые там выдумывают новый там этот народ там, в войнах и так далее. Тому подобное. Все придите, задайте вопрос, услышьте ответ, приведите свой аргумент, если он есть. Если вам приведут контраргумент, не нужно от этого шарахаться. Я никогда в жизни, у меня нет из одного в другое. Конкретно по одному вопросу хотите, давайте раскроем полностью этот вопрос. Давайте расскажем. Никаких проблем нету. Ни от кого не бегал, не бегай. Подлости, там, особенно обсуждать материнские или отцовские места, которым некрасиво ни в исламе, ни в нашей культуре нигде говорить. Вот такие вещи я не признаю. Поэтому нужно быть в первую очередь мусульманином, потом культурным, а остальное уже, как говорится, не подставлять, не подводить ни свой тейп, ни свою семью. Я желаю всем удачи, всем огромное спасибо, огромная благодарность, кто сегодня поддержал. До следующей встречи. Если у вас будут вопросы, пишите. Facebook, послушайте меня. Я вас прошу. Если у вас есть ВКонтакте, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, YouTube, Rutube, все эти 7 каналов есть у нас и у нашего канала. В каких-то местах более, где можно давать информацию, которую нельзя давать в других местах, есть. Я вас прошу, подпишитесь. Везде в основном Башлам Чимаев или Башлам.39. Это все наши сайты. Подпишитесь, лайкайте. Это не стоит вам ничего. Вы все равно заходите в день 10 раз. Иногда читайте тексты, я закидываю небольшие. Это нужно, чтобы вы могли передать своим детям, девочкам, мальчикам. Тут нету какой-то половых каких-то ограничений. Да? Это нужно. Иначе мы, как народ, перестанем существовать. Я в воскресенье историю веду на родном языке. Да, по мере возможности по аудитории. Хотите, можно так. Сообщайте с Иорданией, везде, всем, кто есть. Объединяйтесь, приходите. Я вас прошу. Я не хочу говорить или рассказывать там какие-то там политические, новейшие истории, там клички, млички, мушрики, вот эти вещи я не хочу. Я живу дома. Никогда никуда не уезжал. Нигде беженцем не был. В гости ездил в соседние регионы, ездил на конференции. Это все было. Ну а так, 2 войны я дома был. Все время я со своим народом. Никуда не бегал. Самое тяжелое время пытался с студенческих лет, за что меня упрекают. Занимался общественной деятельностью, был в различных общественных организациях, был в правозащитных организациях, в таких как Мемориал и так далее и тому подобное, которые сейчас уже не существуют. Был в различных и в молодежном парламенте, и общественных организациях, и спортивных клубах. Я выезжал в лагеря, встречался и с Сурковым, Ивановым, Медведем, то есть имеется в виду там, где были на общем пространстве. Я слушал этих людей, я учился, занимался ораторским искусством. Не только сам, но и помогал многим, десяткам, тысячам ребят помогал. Никогда ни одного человека из-за меня не забрали, не убили, не мучили, не пытали и плохого не сказали, по крайней мере. Потому что я все, что делал, я делал для своего народа. Кому-то кажется, что там зарабатывал, не зарабатывал, это, то, все. Каждый думает по мере своей опущенности и испорченности. Если начинают упрекать меня в том, что я веду стримы, и кто-то мне присылает там donation, значит, этот человек просто скупой жмот, который сам никогда никому ничего не делал и упрекает тебя и за твоей спиной говорит, вот ты это. Еще раз я вам говорю, эти 50, 100 рублей, 200 рублей, 300 рублей, кто сколько там присылает, грубо говоря, были 10 рублей, рубль 1,5, вы знаете, да, мы еще смеялись. Мне погоду никак не сделать, и я от этого ничего не приобретаю, вы знаете это.
книги, карты, все, что нужно для работы я приобретаю. Больше это ничего не делаю. Я рад, что у меня есть аудитория, взрослые люди, которые рассказывают много о нашей истории. Мы какой-то эксклюзив сразу закидываем, там книги, аудио, вот сейчас аудиоматериалы. Мы узнали, что шейх Мансура, допустим, дедушка Ненхуай, шейх Мансура были ченты, из тейпа ченты, да? Чинхуай, точнее, простите, Чинхуай, что он был мулла, что он был в Ачхой-Мартане. Мы узнали, что шейх Мансур ездил в Ачхой-Мартан. Мы узнали, что Шуайб Мулла Цинтароевский приезжал в Ачхой-Мартан, что он назывался раньше Дауд Мартана, мы узнали. Многое про реки, которые имели название. Все это в многих книгах, и даже этого нету. Но мы это собираем у кумыков, у адыгов, у всех остальных. И публикуем это. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Да, я не бомбита, да, я там не пафосный, не раздаю вам телефоны. Была бы возможность, я бы так бы набрал бы и раздал бы эти телефоны, чтобы была большая аудитория. Да, мне говорили, свяжись там, коллаборацию сделать там с Тамаевым, но я ни за кем бегать не буду. У меня очень ограниченные возможности, вы это и так знаете. Но ничего, будем судить не по количеству, а по качеству. Надеюсь, что разумных людей, которые любят и родину, и историю, и самое главное, не допустят больше, чтобы нами манипулировали, использовали и уничтожали. Это самая главная цель, нынешняя цель моих стримов, чтобы нас не обманули, не уничтожали и не обводили вокруг пальцев. Самое главное. Диеба даха, диша самахами нохчухам. Масер адикюэл, бюста адикалюэл, шуцани ор, шуваша, башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. По всем вопросам, по желанию вопросы, что-то спросить или отправить книгу, карту какую-то, которую вы нашли, все что угодно, пишите в директ, везде можете писать. В Телеграме у нас есть чат для общения, вплоть до Твиттера все у нас есть. Пишите, я обязательно отвечу. Не отвечен, ничего не оставляю. Если я видел, говорю, видел, если нет, нет. Всем огромное спасибо. И я прошу ради Всевышнего Аллаха в этот священный месяц Рамадан простить меня, если я каким-то образом обидел, задел, оскорбил кого-либо из наших соседей или из наших вообще всей России, там, ближних Кавказских республик. Я ни в коем случае не хотел ни обидеть, ни оскорбить никого. Тем более не занимаюсь разжиганием межнациональной розни. Я лишь пытаюсь трактовать и рассказывать историю моего народа и взаимоотношений моего народа с соседними регионами, так как ее вижу я, так как понимаю я. Я всегда открыт для диалога, для дискуссий. Добро пожаловать, приходите, буду рад с вами пообщаться. А на сегодня все. Пока. Адикюэл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.